Эфир продолжим новостями к этому часу и коротко о главных темах. Седьмой по счету филиал республиканской офтальмологии открылся в Алекминском районе. Как стартовало учреждение. В селе Бердикистях начал работу межшкольный бизнес-инкубатор «Стартап». Ребята заслушали курсы и уже приступили к созданию своей продукции. А для самых маленьких намский педагог разработала программу «Игры предков». Ребята в занимательной форме познают традиции и культуру якутов. Для выполнения поручения президента по газификации российских регионов к 2030 году нужен единый оператор. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, функции может взять на себя «Газпром», а заявки от населения следует принимать с использованием системы одного окна через МФЦ и портал государственных услуг. Медведев напомнил, что средний уровень газификации регионов чуть больше 70%. В прошлом году президент поручил к 2030 году поэтапно обеспечить газом все субъекты России, причем без привлечения средств граждан. Сейчас работу тормозят несколько факторов, в том числе бюрократия и высокие расценки на подведение трубы от магистрального газопровода к жилищу. Правительство направит 10 миллиардов рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего в бюджете на текущий год предусмотрели 60 миллиардов. Они пойдут на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации. Кроме того, председатель правительства сообщил об утверждении стратегии по противодействию обороту контрафакта на ближайшие 5 лет. Международный день детей здравоохранения. Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие 5 лет. И ее цель – сократить объемы незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы. Планируется это сделать через совершенствование законов и норм, а также методов надзора и реализации комплекса мер по пресечению незаконного оборота. В стратегии определены приоритетные отрасли для наблюдения. Среди них пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, авто- и авиапром, индустрия детских товаров, химическая промышленность и другие. 63 новых случая новой коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. Якутск – 25 случаев, Мирнинский, Аймиконский районы по 8, Тампонский – 7, Нерюнгринский – 3, еще в 8 районах по 1-2 заболевших. За сутки лабораториями республики проведено свыше 500 исследований на COVID-19. С начала года в Алекминске начал работу филиал Республиканской клинической офтальмологической больницы. Он уже 7-й по счету. С его работой ознакомилась Елена Фаст. Одно из наиболее востребованных населением направлений в Алекминской центральной районной больнице – офтальмология. В любой день желающих пройти обследование много. Да, достаточно много. Но у нас по талонам мы принимаем. По талонам вот сегодня четверг, это у нас прием диспансерных больных, то есть тех больных, которых стоят на учете. С 11 января этого года кабинет окулиста получил статус Алекминского филиала Якутской республиканской клинической офтальмологической больницы. Вместе с этим появились ряд преимуществ для жителей. Раньше при уходе врача в отпуск очередной, либо на больничный лист у нас кабинет простаивал, оголялся. Сейчас сразу в городе Якутска будут направляться специалисты, работа будет вестись круглогодично, прием больных и оказание медицинской помощи. Кроме режима работы, который позволит принять намного больше людей, есть возможность быстрее получить оперативную помощь по показаниям. Приоритет нашему населению, когда они отправляются в город Якутск на специализированное лечение, да, на стационарное, им будет они будут в приоритете, первоочередная госпитализация наших пациентов. Также будет организована работа по оперативному лечению возрастной катаракты здесь, на месте. Операции на катаракту при необходимости таковой будут проводить в Алекминске. Для этого здесь ведется четкий учет людей с проблемами зрения по категориям. Диспансерные больные у нас, если с патологией сетчатки зрительного нерва, мы обозначаем синим корешок. Здесь пациент с глаукомой. С глаукомой у нас все пациенты, получается, красные.
у меня получается 391, это только по глаукоме состоят на учете. Но также с заболеваниями сетчатки у меня 242. С катарактой очень много пациентов, там почти, можно сказать, каждый шестой, там пятый, уже возрастные. Хотя есть уже и такой возраст уже рабочий, тоже с катарактами. Открытие своевременно. Статистика подтверждает, заболевания глаз далеко не редкость. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Власти столицы продолжают проводить в пригородах Якутска отчеты о проделанной работе за 2020 год. Так, минувшим днем исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев отчитался перед жителями Тулагина-Кильдямского наслега. С подробностями Дмитрий Тымыров. Тулагино-Кильдямский наслег является одним из ключевых и экономически значимых населенных пунктов на территории столицы. Ведь здесь сегодня расположен тепличный комплекс «Аюрий», который вносит свой экономический вклад в развитие города и его территорий. Отрадно то, что сбор урожая растет. 617 тонн результат 2020 года. У нас высокий спрос на продукцию. Ну и главная цель достигнута того, что видят дальнейший рост, инвесторы готовы увеличивать мощности. Благодаря этому комплексу жители села обеспечены не только свежими овощами, но и рабочими местами. Ведь сегодня здесь трудится около 60 человек. В рамках традиционного отчета Евгений Григорьев отметил, что в новом году здесь в селе продолжится работа по благоустройству многоквартирных домов, части из которых будут подключены к центральному отоплению. Сегодня поставлена задача рассчитать модульную котельную и подвод сетей водоснабжения и теплой воды к этим домам, чтобы восстановить благоустройство. Вместе с тем он отметил, что с 1 апреля дети из пригородных поселков начнут ездить бесплатно на общественном транспорте, что даст им посещать кружки, секции в столице региона. Учебный 2020-2021 год у нас очень трудный в связи с тем, что тренировки полностью у нас были запрещены, проходят в онлайн-режиме. Во-первых, когда наступили эти ограничения, было очень сложно, но с сентября, с осени народ привык, и, конечно, очень, в Инстаграме, в Зуме, очень, охват был большой. Здесь Евгений Григорьев поспешил обрадовать собравшихся, но и в целом жителей села. Так, агрокомплекс «Аюрий» в рамках своего генплана развития может посодействовать строительству на территории наслега спортивного зала. «Аюрий» сегодня показал свою стратегию развития они собираются становиться еще примерно в 2 раза больше, чем сейчас. И мы должны поддержать этого производителя, чтобы Тулагино-Кильдямск дальше получил такого якорного производителя. И сегодня Егор Гаврилович на тренажерный зал их побудил. В случае того, что если мы будем сотрудничать, то они возьмут на себя, рассмотрят вариант поддержки при строительстве тренажерного зала. Правильно? Также в будущем году на территории села может появиться и новая школа, но это пока в планах. В целом традиционный отчет жители села оценили положительно. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Авиакомпания «Якутия» и «Алроса» будут совершать субсидируемые рейсы в Дальневосточный федеральный округ. Сообщается, что «Алроса» будет совершать перелеты из Москвы в Мирный и в Полярный. «Якутия» из Москвы в Нерюнгри. Также субсидируемые рейсы будут совершать «Аэрофлот» из Москвы в Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. «ЮТР» из Москвы в Анадырь, «Уральские авиалинии» из Москвы в Благовещенск, С-7 из Москвы в Улан-Удэ. Якутия планирует закупить совместно с Ленатурфлотом 2 скоростных судна «Валдай». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев во время встречи с руководителем Алекминского судоходного участка «Лорпа» Иваном Игнашевым. Участники совещания рассмотрели варианты движения одного из судов по маршруту Алекминск-Ленск. Как отметил Владимир Сивцев, суда отвечают всем современным требованиям. Комфортные, с местами для людей с ограниченными возможностями здоровья, удобными креслами и кондиционерами. «Молодое поколение огранят» – так называется проект, представленный командой якутских студентов на Всероссийском акселераторе инициатив. В основу проекта положено развитие благоприятной социальной экосистемы и развитие сельских территорий, а также популяризация агропромышленной сферы среди молодежи. Проект разработан с учетом стратегических задач, поставленных главой республики, а также направлен на возможность трудоустройства детей-сирот.
Мы объединяем студенческие отряды с детьми-сиротами. На сегодняшний день на таком устном согласовании у нас находится соглашение с детским домом «Берегиня». И в дальнейшем для детей-сирот это поможет социально адаптироваться в современном обществе. И вы все, наверное, в курсе, что в эпоху пандемии у нас очень остро стоит вопрос трудоустройства. Вообще в целом, да, не только детей-сирот, но и все охваты населения. И мы должны создать уникальную экосистему внутри наших сел республики, которая будет обеспечена сильной социальной инфраструктурой, но для этого должен быть интерес со стороны молодежи вернуться в родные села и продвигать интересы нашей страны. На базе Центра дополнительного образования в селе Бердигистях начал работу межшкольный бизнес-инкубатор «Стартап». Его открыли благодаря гранту главы Якутии. Начиная с октября 30 учащихся со всех школ района прошли теоретический курс юного предпринимателя. Сейчас они заняты практикой. Под руководством педагогов дети создают памятные сувениры и талисманы. В школьном бизнес-инкубаторе «Стартап» привлечены все школы Горного Улуса. И все готовимся к играм Манчары. Наши воспитанники реализуют свою работу и будут выставлять на ярмарке выставки игр Манчары. Дошкольникам Намского района показывают культуру и традиции якутов. Педагог детского сада «Ромашка» придумала свои авторские работы. Одна из них – «Игры предков». Сочетает 15 видов якутских игр, стрельба из лука, перетягивание палки и так далее. За время работы у детей появились знания о культуре, традиции якутского народа, а старшие дошкольники проявляют интерес к истории, народной культуре, фольклору. Также у педагога есть и другие проекты. И, например, игра «Лого-куб». Конструктор является многофункциональным. Дети осваивают такие важные понятия, как размер, форма и цвет. Также лого-куб используют для массажа рук и ног ребенка. Первая моя работа авторская – это велотренажер 3D-эффекта. Это ребенок одевает виртуальные очки и попадает в виртуальный мир, куда хочет. Маршрут от дома до садика, от садика до дома. Учит при этом правила дорожного движения и так далее. Игры предков, конечно, помогают детям изучить наши традиции, обычаи. Конечно, помогает. Они уже знают эти игры. Хабылы, хамыска, на зубок знают, что это есть игры, якутские национальные наши игры. На этом завершаем выпуск новостей, но далее вас ждет много важной и актуальной информации, поэтому не переключайтесь.